утро. Мы выезжаем из Люберцев. Из Люберец. Как правильно? Каждый раз спрашиваю. Время 5 часов утра. Солнышко светит. Никогда Москву такой пустой не видел. Ну да, кстати. Машинка поливальная проехала. Рядом школа. Я все по привычке к телефону тянусь, чтобы шуметь, говорить. Через 300 метров на светофоре поверните направо. Чуть-чуть попозже расскажу про микрофоны, как они у нас появились, какие они. И пока что мы едем. И мне нужно записать записки сумасшедшего, поскольку выехали. Вот так в Москве делают дороги рано утром. Едут очень много машин друг за другом. Одни собирают, другие укладывают, третьи поливают, четвертые чистят. Пока что мы еще учимся пользоваться микрофоном. И этот кусочек видео я записала без звука, случайно, потому что не включила микрофон вовремя. Какое солнышко яркое светит. Сегодня мы едем в Казань. Болтушка. Сегодня мы едем в Казань. Нам ехать 840. 840? Тебе показала, да? Ну ладно, пусть 840. А я говорю 760. Кто выиграет? 840 или 760? Короче, она будет болтать сейчас, я попозже включусь. Эта болтушка не дает мне. Сколько много машинок новых стоит. Это кто, газельки? Халал какой-то. Китайцы. Затем через 200 метров круговое движение. Поворотки. Первый съезд. Поворотки не принято включать. Уже встал правый ряд. Ну и что? Проезжаем населенный пункт Плотава называется. Тут все в флагах. Они, видимо, к 9 мая подготовились. Вот по обе стороны дороги флаги, флаги, флаги везде. Какие-то игрушки везде, объявления висят. По всей видимости, здесь какая-нибудь игрушечная фабрика. Ничего не поделать. Впереди дорожные работы. А, мягкие игрушки, там у них полотенца, продажа. Сейчас мы въезжаем на платный участок дороги. Тут разрешенная скорость 110 километров в час. И у нас впереди 58 километров платной дороги. Трасса М12. Маршрут Россия написано. Восток. Поедем по платной дороге. Нам очень понравилось. Посмотрим, сколько в этот раз денег заплатим и сколько километров проедем. Ты засек, сколько километров? 57. Даже. Закончился наш платный участок дороги. Съехали на бесплатное, начались кочки. Даже телефон спрыгнул с держателя. Едем дальше. Я обещала сделать обзор микрофона. Сейчас я это сделаю. Как и обещала, делаю обзор микрофона. Вот такая вот коробочка тут
Все нарисовано, сфотографировано. Микрофоны хранятся и заряжаются вот в таком кейсе. Антон, тебя не видно. Да, видно сейчас. Ну, пускай смотрят. А что все на меня, да на меня? Значит, тут два микрофончика. Тут же они заряжаются. И также заряжается приемник, который сейчас вставлен у меня в айфоне. Мы заходили в магазины, так как вы нам писали, что звук очень плохой, нас плохо слышно. Вот я по привычке тянусь к телефону, чтобы меня хорошо было слышно. Вот, заходили в магазины, все микрофоны в магазинах продают для смартфонов, для айфонов требуются переходники. Переходники ломают звук, как нам сказали. Мы пробовали там, один микрофон попробовали, ничего не было слышно, также были шумы. Нам вообще посоветовали просто-напросто втыкать наушники и записывать через наушники, потому что на них есть микрофон. Но Антон нашел выход, на Валберес заказал эту систему из 2 микрофонов. Поэтому мы сейчас счастливые и довольные можем записывать с хорошим звуком. Антон решил сделать мне такой подарок. Сюрприз, так сказать. И если интересно, система эта стоит около 2500 на Валберес. Они бывают нескольких разных комплектаций. Бывает с одним микрофоном, с 2 микрофонами. Бывают без зарядного кейса. Просто еще на каждом микрофончике тут есть гнездо для зарядки. Type-C, да? Или как правильно называется? Type-C. Вот. Их можно заряжать как отдельно, так и в кейсе. Кейс вот тут показывает, когда я вот воткнула часа 2 назад, на зарядку показывала 100%, сейчас 93%. Кейс сам тоже заряжается. Так что, если кому интересно, потом могу отправить правильное название модели. Короче, сейчас дубль 2 с микрофоном учимся работать. Я не вижу, когда я его включаю, когда не включаю, хотя тут индикаторы зелененькие горят. Сейчас на заправке зашли взять кофе. Когда я ходила в уборную, Антон там оплачивал. Я выхожу, он мне говорит, я взял, говорит, себе маленький, а тебе большой. Ну, я вижу, стоят 2 стакана. Антон не успел предупредить, что большой это пока что не мой только наливается. Но я беру корицу и сыплю себе в кофе корицу. И женщина, это продавец, кто она там, оператор, начинает глаза вытаращивает. Говорит, блин, это был не ваш кофе. Ваш только наливается. Ну, теперь, говорит, уже ваш. Ну ладно, думаю, он же без сахара, там и все дела. Подходит мужик. Это было, кажется, его кофе. Я себе заказала латте. А у него должен был быть капучино. Почему должен был? Он и был? Да, только с корицей. Я говорю, вы с корицей пьете? Он говорит, ну ладно, пусть будет с корицей. А вы, наверное, туда еще и сахар насыпали? Я говорю, нет, я говорю, без сахара пью. Мужик взял кофе и пошел пить кофе с корицей. Большой капучино. А я еще так корицы нормально сыпнула, 2 дозы. От души. Сейчас ухи гореть будут. Просто Антон постоянно раньше, когда заходил сам на заправке, брал кофе, я его просила всегда с корицей, а он говорит,
Там не было корицы, там не было корицы. И потом в очередной раз я с ним вместе захожу и беру корицу, а он говорит, а я думал, что это вообще сахар. Там такая баночка стоит с много дырочками. Вот. Короче, мужика напоили кофе с Полезно. корицей. Сейчас передохнем. Жирок завяжется, поедем дальше, да? В этом ролике я еще хочу включить некоторые моменты из прогулок по Москве. Там на теплоходе, Москва-Сити. Кое-что хотела показать. В гостиницу Украина мы ходили. Что-то еще. В общем, какие-то моменты покажу, потому что я хотела отдельный ролик сделать, но, к сожалению, у нас не было тогда этих микрофонов, и звук там вообще просто отвратительный. Там центр Москвы, везде шум, и мой голос вообще практически не слышно. Я там кричу в эту камеру. Поэтому я сюда включу маленько и наложу звук, объясню, где чего мы там увидели. Ну так, для общего, так сказать, обзора. Сейчас сяду в эту электричку. Все, вышла я на станции Кузнецкий мост. Сейчас мне нужно перейти на станцию Лубянка. Туда. Для тех, кто в каске, висят везде указатели. Ничего страшного в этом нет. Спокойно можно найти любой выход, любой вход. Сейчас поднимусь наверх и там посмотрю на указатели. Народу, в принципе, немного. В метро нужно всегда стоять справа. Для тех, кто не был в метро, чтобы слева вас могли обойти те, кто торопится. Таких обычно очень много. Я никуда не тороплюсь, поэтому я еду спокойно. Все. Идем, смотрим. В принципе, все указатели. Теперь мне нужно на линию до Коммунарки выйти на станции Парк культуры. Ждем следующую электричку. Все, доехала я до станции Парк культуры. Теперь мне нужно выйти наверх и встретиться там с подругой. Сейчас я посмотрю, чего где написано, куда мне выходить. Так, Парк культуры наверх. Ну вот и топаем. Хотя по времени, в общем, 40 минут я сюда добиралась. Гуляем в парке Горького. Цветочки, нарциссы. Очень красиво. Они, наверное, пахнут. Как бы туда залезть? Паровозики всякие ездят. Да, там тюльпаны. Сейчас. Вот тюльпаны пахнут, чувствуются. Потому что ветер в нашу сторону. Это какая-то как будто свадьба. Какие они интересные. Понятно, интересно наряжены, да? Класс. Супер.
красивые какие. Это что у вас, свадьба? У нас годовщина. Да вы что, здорово, поздравляем, супер. Очень красиво. Молодцы. Все цветут тюльпаны. Это просто вообще что-то невероятное. Провези меня додому, мы знакомы, да и что мы, кома в горле застряну, день был слишком натянут. Время 19 часов. Народу заметно прибавилось в метро. С работы люди едут. Так бы интересно бы наверх было. Вот это моща. Красота. Это мы на площади у Киевского вокзала. Идем к пристани. Хотим покататься на теплоходике. Ну да, уж тепло, конечно. Пора уже работать им. Как жара такая. Вкусно и точка. Большая Драгомиловская. Через 150 метров А поверните я налево, иду, а затем на шагаю по светофоре Москве. держитесь левее. Маршрут Я перестроен. пройти еще смогу. Пара-па-па. Соленый тихий океан. Я Альпы тайгу. Нас все равно никто не слышит, это так шумно. Через 150 метров поверните Москва-Сити. налево, а затем на светофоре держитесь. Ребята, это непередаваемо. Я вот вышла на палубу. Тут, конечно, ветерком так обдувает. Но это невероятная красота. Просто там через стекла отсвечивает и не очень удобно снимать. Вообще ничего не видно. Вообще круто. Господи, Иночка моя, спасибо тебе, что ты меня сюда привезла. Дом правительства. Смотрите, как красиво. Все светится. Там мы шли пешочком. Скорость набирает, мне уже страшно становится. Как будто меня сейчас ветром снесет. Там рубка капитанская. Пойду-ка я вниз. Даже куранты слышно на Кремле. Это что, время получается 21:45. Кремлевская стена. Заборная площадь сзади вас. Здесь Москва-Сити. А по этой стороне молодежь собирается на машинах, тусят, общаются. Вот сколько много машинок. Может быть, где-то зарождаются новые семьи, новые отношения. Класс. Что вообще происходит тут, конечно, весело так. Это напротив Москва-Сити. Они вон возле каждой машины сидят на стульчиках. Кальянчики курят. Кальянчики курят. Пивко прибухивают. У них даже на столиках там закусочка, все дела. Ну классно. Ой, даже пледики. Гудит, шумит. Гостиница Украина какая огромная. Сейчас мы пойдем внутрь, посмотрим, что там интересного. В гостинице Украина на первом этаже мы посмотрели диораму Москвы. Это бесплатно.
Потом на лифте поднялись на 33-й этаж, заплатили по 1000 рублей с человека, чтобы подняться на смотровую площадку и посмотреть свысока на Москву с 4 сторон. В стоимость входного билета входит любой напиток. Мы взяли кофе, там можно взять вино и все что угодно. Короче, тут по Москве идешь, а тут бах тебе Главный рыбак. и червяк вылазит. С Ребята нами говорят, поедешь? пора на рыбалку. На рыбалку пора. Еще один день мы провели на ВДНХ. Там было много чего интересного, но я снимать не стала, потому что было очень холодно, руки замерзали. Ну, и, честно говоря, не хотелось снимать. Хотелось смотреть, рассматривать, читать, узнавать. Вот, я снимала 2 недели назад. Здесь еще не было так зелено. Дома было видно хорошо. А сейчас очень густая зелень. Тут вот проезжаешь, все белое, все цветет. Я не знаю, что это за деревья. Может, черемуха какая-нибудь. Прямо все деревни белоснежные. Красиво так. Заброшенные какие-то строения. Вообще очень классно ехать. Микрофон включила. Да, микрофон включила. Классно ехать, когда все зеленое, цветущее. Интересно, как-то веселенько так. Зимой ехали немножко. Ну, тоже классно ехать, конечно, зимой. Но летом интереснее. Еще небо такое стало, как будто бы дождик хочет пойти скоро. Мы подъезжаем к Нижнему Новгороду. Осталось тут меньше 100 километров. Просто вообще все белоснежное по бокам. В самих населенных пунктах и за ними на полях, там далеко везде белые деревья. Очень красиво. Не знаю, может это какие-то даже яблони, там, вишни. Мы не знаем, как они выглядят. Мы знаем только черемуху. Ну и сирень еще знаем. Но сирень еще рано, она только начинает зацветать. Позавчера в Люберцах ходили гулять. Там некоторые сиреньки, видимо, разные сорта. Потому что у них даже листики разных размеров. У которых листья побольше. И грозди побольше. И уже начинают распускаться цветочки. И прям такой аромат обалденный стоит. Ух, что-то тут красивое впереди. Что это за населенный пункт? Сейчас посмотрим. Какой-то храм стоит, прямо с синими куполами. Красота. Первый раз такое вижу. А куда мы въехали, я не увидела. Ну ладно, сейчас посмотрим. На выезде еще вот деревянный храм справа стоит. Не храм, Иисуса Христа. Видимо, какой-то дом какого-то купца. А, может быть, кстати, это музей какой-то, скорее всего. Мелко написано, непонятно. Такое оживленное движение. Ну, проснулись все, поехали, выехали. Это было прекрасно. Тихо. Спокойно. Слева от нас машинка синенькая едет.
Пежо, да, или ты чё? Пежо. Пежошка. Там тоже, по всей видимости, путешественники. Вещей много. Мужчина, женщина, молодые, девчонка, подросток. На заднем сиденье во весь рост с телефоном лежит. Валяется. Вот они, наверное, в Казань едут. Забронировали гостиницу вовремя. Так. Гороховец. Гороховец или Гороховец. Населенный пункт проехали. Тут вот эти вот посередине, которые отбойники, или как они? эти Разделительное ограждения. ограждение. Прям часто-часто встречаются раскуроченные до такой степени, я не знаю, сколько раз в них врезались. Так страшно. Очень часто. Именно посередине, которые. Небо такое низкое, как будто вот прям оно здесь рядом. Мне кажется, у нас в Якутии не бывает такого неба, да? Только когда по осени, когда снеговые тучи начинают ходить, вот оно низкое такое. Ну да, снеговые вот прям тяжелые такие бывают. А вчера в Москве снег был вечером. Да, вчера мы вечером часов в 7, наверное, вышли укладывать вещи в машину. И снежок пошел. Короче, любит нас снег по дороге. И -2 было утром, когда мы выезжали. Да, сегодня было -2. А сейчас не знаю сколько. Короче, когда будем по Якутии ехать, нам нужно будет тоже снять небо, чтобы сравнить его. Такое у нас или не такое. Потому что мы же с тобой вот когда были на ВДНХ, позавчера, по-моему, да? Там небо вообще, мне казалось, вот оно головы коснется сейчас. Очень тяжелые облака. И в Москве все время так. В общем, сейчас мы посмотрели наши записки сумасшедшего, мои. Я посчитала. Получается, мы из Якутска до Люберцев. И там еще катались мы где-то в Люберцах, в Москву ездили, в деревню ездили. Ну, там немного. Проехали 9847 километров. Купили мы за это время, что я сказала, 1164 литра бензина и потратили 60 016 рублей. Это для тех, кто интересовался. То есть вот 9850, грубо говоря, километров, 60 000 рублей потратили на бензин. Заправлялись мы 95-м и 92-м. Что хотите добавить? Ну, я полностью совсем согласен и готов все оспорить. Оспорить? А что ты хочешь оспорить? Тут я вот показывала свой блокнотик, в котором я веду все записи, где мы заправлялись, сколько заправляли. ТО машины. Так, ну ТО машины, это да, нужно, кстати, отдельный какой-то, ну тоже можно сюда воткнуть. Я снимала видео, где Антон делал замену
тормозных колодок, да? Еще что ты делал без меня и не снимал, потому что ты не мог? Замена масла, шприцевал крестовины кардана. Что я там еще делал? То, что у нас бампер на клепках отошел, когда снег, льды были, все вернул на место. Ну, общий. Общее ТО, да? Это. Ну да, как бы это 10 тысяч километров, не шутка. Ну и колодки можно было не менять, просто они сильно пылили. Пыли очень много отлаживалось на дисках, она отлетала на машину, это черная, ну, от Феррадо. Некачественные колодки были. Я их менял в Якутске. Пришлось поменять здесь, поставить в оригинале. У меня есть там видео, я его здесь в следующем сюжете, так сказать, воткну, где менял колодки. Все сказал. Расскажи, что ты собираешься делать? Снять колеса, поменять колодки тормозные. Колодки тормозные поменять. Он собирается. Постельку себе тут постелил. Антон, короче, занимается машиной, пока у нас идут приготовления. Вам это интересно? Говорили, что интересно. До этого Антон менял масло. Что еще делал? Бампер восстановил от сосулек. Все клипсы. У бампера все клипсы отстегнулись от сосулек, по которым мы ехали. Главное, по морде не получить. Мне. Есть такой вариант. Еще тут с собой такие запасы. Шампунь есть. Что такое? И вода с нами еще из Якутска едет. Якутянка. Че? Колодки еще хорошие. Видишь, Масума, блин, у них вот этот краб, он оставляет, блин, черную пыль, которая забивает все, блин. Ага. Вот. Эти уже с великими даже идут. С железячками идут даже. Прикольно. Только как-то криво, блин, железячки-то. Сколько времени тебе нужно, чтобы поменять колодки? 30 минут? Ого. Колодку вставляю тормозную. Вставляешь колодку? Да. Окей. Вставил Ставил? колодку. Угу. Железячка. Железячку. Вторую колодку вставляю. Вторую колодку вставляю. Их две должно быть, да? Ну, На одном диске, да? да. Угу. Ой, штаны трещат. Штаны трещат. Ну, штаны я твои не буду показывать, можно? Угу. Нет, показывай. Показывай. Хорошо, показываю.
Вставил? Вставил. Дальше что? Теперь самое тяжелое. Найти пакет. Найти пакет. Нашел? Нет. Нет, пакетов дофига. А именно тот найти нужно, да? А? Самое тяжелое найти именно тот пакет. Да. Нашел. Нашел. Вазелин. Вазелин. Что вазелинить будешь? Так, их промоем лучше. Все в песке. Все позабило это пыль. Это еще пыли не было. Нет, пыль колодочная. Когда тормозишь, она же А, вставляет. чистенько? А можно живого человека пихать. Инфекции не будет. Капец, в Москве вот эта смазка, блин, 1900 рублей стоит. А не в Москве. Блин, я у нас ее покупал за 900 рублей. Блин. Надо все с собой тащить. Так я вон сколько и тащил. Вон сколько тащил. Вон сколько. А у меня дома их 2 штуки. Яшкинка. Дай вон тут брызгалку вон тут. Вот эту? Ага. Заморал меня своими грязными перчатками. У меня там копилку не видно сзади? Нет. Я стараюсь скрыть твою копилку. Обязательно. Тут авторские права. А то вдруг кто-нибудь сглазит. Все. Готово? Одна сторона готова. Одна сторона готова. 4 минуты. А? 4 минуты.
Колесики не износились? Вообще как новенький. Даже пупырышки еще остались на нем. Пупырышки остались. Ну, вон, видишь, на новой резине усики эти. Но китайская резина это полная хрень. Где китайская резина? А, да? Почему хрень? Потому что на гололеде дорогу не держит она вообще. На гололеде не держит дорогу вообще. Все, теперь можно банку пива. Банку пива? Окей. Тебе принести? Неси. Несу. Работа работается. Это 4-е колесо? Это последнее. Ты устал? Нет, еще бы 8 победил. Еще по 8? Тащите машину еще одну. Открывай здесь сервис. Лишних запчастей не осталось? Не знаю. Посмотри внимательно. Все может быть. Не осталось? Все, красоту надо навести. Что это ты сделал? Чернитель резины. Чтобы она черненькая была. Чтобы она черненькая была. Сейчас же мыть буду. Мгм. Колесики будут черные. Понятно. Подмастерье есть. Денчик. Так вот все это дело укладывается, чтобы не гремело, не бренчало. Все дела. Лайфхаки. Лайфхаки. Все, теперь уборка полным ходом. Чистоту надо навести. Сложить обратно. Коробку предлагали Антону новую. Он сказал, нет, у меня хорошая коробка. Обмотал ее скотчем. Новенькая, конечно. Деревья поливает. Моет деревья. Мгм. Это очень От необходимо пыли. делать. Каждую весну помыть дерево. Каждый обязан помыть дерево, построить дом. Вот каблуки новые. О, Покажи каблуки. коблы. Каблуки покажи. Я свои забыл. Пришлось купить за 90 рублей. А у нас по 250. Обалдеть. Автомойщика заказал себе. Мальчик, хорошо мой? Буду стараться. Аккуратнее. Да. Вот такой красивый вид открывается. На горе стоят дома высокие. Ака. Река Ака. Едем по мосту через Аку. Цеплю телефон. Покажу сбоку. Такая красота, уже все зеленое. Какие-то там баржи или что-то там стоит на реке. Очень красиво. Вдалеке тоже много домов видно на этой стороне. Такой вид шикарный. Все светится аж под солнышком. Машинка везет цыпляточек. Маленьких много. Видно, не видно там. Ну вот, и снег пошел. Как мы без него-то? Да. Всю дорогу нас снег сопровождает. И на севере, и в центре. Тарахта. Зачем он нам нужен, этот снежок? Скажите, пожалуйста, еще пробка какая-то.
Туда ехали, на этом месте в пробке стояли. Обратно едем, на этом месте в пробке. Чебоксары 210 километров. До Казани 360. А еще впереди Уфа, Ижевск, Пермь. Вот не зря все-таки эти, значит, облака, тучи. Они все-таки снеговые были, а не дождевые. Снег-то такой сухой. Ладно, постоим в пробке маленько. Осталось километров 200 до Казани, да, или 150. Везде торговля, рыба, сало, колбаса. Что там еще? Свинина, сушеная, копченая рыба, мед. Всякую всячину продают. Люди останавливаются, перед этим видели. Видимо, что-то покупают. А по краям, по обочинам такие вот березки кланяются везде. Почему-то все согнутые. Видимо, ветер, что ли, сильный был. Сейчас тоже ветер. И вот такие поля. Не успела повернуть. Поля, просторы. Ну, пой. Песня про поля. Про паровозик. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Такое? Патриотический. Я такое не знаю. Сейчас споем. Вот это вот. Поле проехали. Вот это вот. Ну вот я-то их вижу, эти поля-то просто в камеру их не видно из-за деревьев. А у меня-то они в голове. Ну так вот про поля. Я когда вижу такие поля, мне всегда хочется песенку спеть. Патриотическую. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вольно, вольно. Нет, надо было по-другому. Не ту тональность взяла, повыше чуть-чуть надо. Широка страна моя родная. Си бемоль. Орать, орать. С фа можно. Подожди. Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Так пойдет? Давай вместе. Я за рулем. Ну, за рулем же можно петь. Нет. Курить можно за рулем, да, что весь пепел на тебе. Вот они, эти поля. Полей, лесов и рек. Какая красота вокруг. И дорога сразу изменилась, да? Как мы только проехали этот указатель. Чувашская республика. Не такая шумная стала. И сразу дорога другая стала. Ровненькая, аккуратненькая. Надолго, интересно. Ну, до Казани по-любому будет хорошая дорога. Казань тоже хорошая, не самая лучшая дорога. Тут какой-то мост строят. Река Сура. Река Сура. Новый мост будет через реку. Автомобильный и железнодорожный, по всей видимости, два моста. Штормит.
Шторм, ага, вот на той стороне хорошо видно, здесь не очень видно. Смотри, судоходная много, да? Станики стоят. Какие-то кораблики. Вот опять эти зеленые переходы, чистейшие, кристально чистые. Мы проехали поворот на Чебоксары. Чебоксары. Другая дорога. Мы движемся дальше к Казани. Осталось около 200 километров, 170 что ли. Вот не доезжая 100 километров, примерно 130, наверное, до Казани, какой-то микрорайон такой симпатичный, с одинаковыми домишками. Слева тоже. Да, и слева тоже. Аккуратненькие такие новостройки. Там вот какие-то домики интересные стоят, симпатичные, одинаковые. Видимо, мы уже въехали в Татарстан, потому что появились какие-то национальная архитектура. У них такая необычная, красивая. Не знаю, как правильно это называется. До нашего отеля стоял указатель 36 километров осталось. Сейчас мы, по всей видимости, приближаемся к мосту через реку Волгу. Так, вот контрольный пост полиции Казань. Добро пожаловать. Очень красиво уже издалека. По-татарски, по всей видимости. Счастливого пути. И вот река Волга. Что, спеть? Или не стоит? Большая тоже. Да. Прямо-таки мощная река. Красивая. Там на той стороне стоят здания белые, и на них солнышко светит, так красиво отсвечивают. Вот сама Что там? Казань. Сама Казань там? Ее не видно. Рыбаков столько много. Сейчас ехали, люди прямо оттуда снизу поднимаются на дорогу с ведрами, с удочками. Садятся в машины. Не знаю, что они там нарыбачили, не нарыбачили. Не видно было. Но видно было, что с рыбалки идут. Светится там. Беленькое, все красивенько. Тут полно рыбаков.
Едем по трассе, получается. У нас Казань осталась справа, поворот на Казань. Тут везде идет ремонт дороги. Делают, видимо, новую дорогу. Прилично уже так времени едем. В прошлый раз мы ехали в феврале, были в Казани. И мне она очень не понравилась. Потому что тут было очень холодно. Мы просто сделали 2 круга по Казани. Даже выходить не стали из машины, потому что было прямо... Ну, ночью было 38 градусов минус. Сегодня на всех стоянках столько много дальнобойщиков стоит. По всей видимости, у них тоже выходной. И они все отдыхают. Прямо на каждой стоянке полно. Обычно днем, когда едешь, 1-2 машины, если стоит, то хорошо. А сегодня прям все стоянки фурами забиты. Ну и много едет тоже их по дороге. Так что не все отдыхают. Но трасса не сильно загружена. Вчера мы потратили полдня для того, чтобы найти отель в Казани. Все отели уже были заняты, так как 4 дня выходных, и люди все заранее забронировали. Оставались номера только по 75 и по 300 тысяч за 2 суток. Для нас это дорого, даже за 30 тысяч для нас дорого. Поэтому мы забронировали отель на трассе. Отель нам понравился, мы в него заехали. О нем мы покажем в следующей серии. Вам спасибо за просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии. Еще я поняла, что мы неправильно пользуемся микрофоном. Завтра будем учиться дальше. Спасибо всем, до свидания.